Добрым прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре четверг, 27 августа, середина недели, а значит, есть еще время на великие дела. Давайте вместе встанем, проснемся и улыбнемся новому дню. А прямо сейчас погода на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 5-9 градусов тепла. Днем прогреется до 18 градусов. В Заречье в 6 часов утра плюс 4, плюс 10, днем плюс 14-18. В южных улусах в 6 часов утра плюс 4, плюс 6, днем плюс 12. В Вилюйской группе улусов в 6 часов утра плюс 3, плюс 5, днем до 18 градусов. В Нижнеленских улусах плюс 4, плюс 8, днем до 17 градусов тепла. В западных улусах плюс 4, плюс 6 в 6 часов утра, днем плюс 17-18. В Колымо-Индигирских улусах плюс 4, плюс 6 утром, днем до 9 градусов тепла. В Янских улусах плюс 1, плюс 5 утром, днем до 12 градусов тепла. В северо-западных улусах плюс 5, плюс 9 утром, днем до 20 градусов выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 1-2 градусов, атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, днем ожидается до 20 градусов тепла. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Отправляйте свои приветы, поздравления и утренние новости. В апреле следующего года в нашей стране пройдет всероссийская перепись населения. Предстоит большая работа. Как идет подготовка, как будет организовываться перепись в Якутии. В эти дни в Якутске работает заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Александрович Смелов. Доброе утро, Павел Александрович. Доброе утро. Как вас Якутия встретила? Прекрасно. Погода прекрасная, люди прекрасные, все очень замечательно. Здорово, рады слышать. Как же будет проходить перепись населения? Вот она уже будет меньше, чем через год, в апреле. Ну, осталось совсем немножко, действительно, чуть больше полугода. Мы приехали посмотреть, как идет подготовка, помочь, если есть необходимость нашим коллегам на месте. У нас вообще, в принципе, будет с вами несколько возможностей пройти перепись. Первая, самая простая и самая, наверное, удобная для людей, это пройти перепись на портале госуслуг. Не выходя из дома, можно зайти под своей учетной записью и переписаться. И, значит, вторая возможность – это прийти на стационарный участок. Их будет достаточно много открыто везде, и в том числе в центрах «Мои документы», куда люди уже привыкли ходить, и для них это удобно. И, конечно же, традиционный вариант, без которого нам пока не обойтись, это с помощью переписчика, которые тоже пойдут по домам, будут заходить ко всем в дом и опрашивать людей по нашим переписным листам. То есть полностью отказаться от бумажных анкет не получится? Но давайте, смотрите, надо пояснить. Переписчик в этот раз пойдет все-таки не с бумажными листами, он пойдет с планшетным компьютером. У него будут электронные переписные листы. Но, разумеется, для некоторых случаев мы все-таки подготовили часть переписных листов на бумаге. Сейчас вот как раз идет их рассылка по районам Якутии, потому что есть вероятность, что все-таки в Якутии климат суровый. Где-то может быть очень холодно, и техника может сбоить, и вообще, в принципе, добраться будет тяжело. Поэтому, конечно, кусочек бумаги мы будем использовать. Вот в нашем регионе, как вы сами отметили, много труднодоступных местностей. Для них будут другие сроки? Да, совершенно верно. Труднодоступные территории будут переписываться, начиная с 1 октября этого года по июнь следующего включительно. И для каждого населенного пункта из такой местности будет установлен свой срок, то есть в то время, когда до него вообще добраться можно. Потому что сами знаете, что в некоторые части республики добраться можно только или по зимнику, или наоборот, только уже в летнее время.
Мгм. Ранее сообщалось, что будет много применяться новых технологий. По-вашему, через онлайн, через госуслуги, и сколько процентов населения проголосует? Будет Вы знаете, переписываться? ну не проголосуют, Да, перепишутся. я оговорилась, извините. Да, это уже вот, ну, первый опыт как раз электронного голосования показал, что люди уже активно используют Мгм. онлайн-услуги. Также надо вспомнить, что в 2018 году мы проводили пробную перепись как раз в Якутске, да, в Якутии, где уже использовали портал госуслуг как эксперимент, как раз посмотреть, насколько люди готовы использовать эту технологию. И знаете, уже тогда показал хороший результат. Население порядка 10% переписалось, да, с помощью портала госуслуг. И это при том условии, что как бы информационной кампании большой не было. То есть мы информировали на местах исключительно, да, а здесь сейчас мы пытаемся всем это донести, и мы надеемся, что процентов 10-20 перепишутся как раз онлайн. Хотя вот с этим коронавирусом, да, когда мы сейчас все пытаемся меньше контактировать с людьми, может быть, процент будет и больше. Мгм. Давайте расскажем нашим телезрителям, что должно знать население о переписи и о переписчиках, как они будут выглядеть, что их будет отличать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что перепись населения – это очень важное мероприятие как раз для граждан. Не для нас, для статистиков, да, то есть для нас, конечно, это, безусловно, нужно все организовать, провести, но вот итоги переписи непосредственно повлияют на качество жизни населения в дальнейшем. То есть на основе этих данных правительство будет принимать решение, как улучшить жизнь граждан, где построить больше больниц, где построить больше детских садов и так далее. А, И вторая часть вопроса вы хотели уточнить про переписчика Мгм. непосредственно. Все переписчики будут одеты в специальную экипировку. У них будет жилет очень яркий с надписью «Всероссийская перепись населения». Будет шарф как раз для Якутии. Это, наверное, актуально, чтобы не замерзли переписчики наши, когда будут ходить по улицам. Будет специальная сумка, в которой будет планшет. Да, планшет изготавливается на заказ, его невозможно перепутать с каким-то другим, там, который можно купить в магазине. И будет специальное удостоверение, которое будет изготовлено защищенными различными элементами, поэтому перепутать будет невозможно, и подделать его будет тоже невозможно. Мгм. Ну, а если граждане вдруг что-то там заподозрят, всегда можно позвонить в наш территориальный орган или в участок переписной, где подтвердят, действительно ли это переписчик, и можно ему доверять. А будет ли перепись обязательной? Вот помнится, что в 2010 году, когда проходила перепись, было довольно много отказавшихся. Ну, отказавшихся было не очень много. Значит, всего по всей стране у нас отказалось порядка 3% населения отвечать на вопросы. И то это в крупных городах. Не вот в Якутии был процент гораздо ниже. Были всегда идеи, возникают, давайте назначим штраф или еще что-то. Да? В некоторых странах действительно так и есть, и штраф достигает $500, допустим, за отказ в прохождении переписи. Но наше население всегда достаточно активное, социально ответственное, и мы стараемся просто донести до них информацию, что перепись это важно, и перепись в первую очередь это для людей. Поэтому как бы больших проблем у нас с отказами нет, и вводить какие-то штрафы, я думаю, это неправильное Хорошо. решение. Спасибо большое, Павел Александрович, что приехали к нам в регион, за то, что подключились столь ранним утром в наш эфир. Желаем вам хорошей Вам спасибо. работы и удачного дня. А мы Спасибо. продолжаем наш До свидания. эфир, дорогие телезрители. Каждый день, каждый наш поступок влияет на ход истории тем или иным способом. А чем же знаменательна дата 27 августа? Прямо сейчас. 27 августа отмечается День российского кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. В
Длился первый российский фильм всего 7 минут, а одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. 27 августа 1940 года продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах западного полушария, а также в Японии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения СИКАМ, введенная в эксплуатацию с октября 1967 года. В этот день, 65 лет назад, вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса. На одной из великосветских английских вечеринок возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Участник спора сэр Хью Бивер, вернувшись домой, решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих полетов, и издать об этом книгу. Ее решено было назвать «Гиннес» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Сегодня книга рекордов Гиннесса, издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем в 100 странах мира. Сегодня 124 года со дня рождения легенды советского кинематографа Фаины Раневской. Ее остроумие осталось в памяти людей россыпи афоризмов и правдивых анекдотов. Всего в фильмографии актрисы около 30 киноролей, среди которых наиболее известные работы в картинах «Подкидыш», «Мечта», «Свадьба», «Золушка» и другие. Еще раз добрым утром. Вы смотрите программу «Новый день». К нам прилетело очень теплое поздравление. Дорогого любимого брата Василия Толстоухова поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов во всем, счастья в личной жизни. Пусть растят любимых деток и живут долго и счастливо. Тетя Антонина Егоровна и зять Константин Яковлевый из Рассолоды Мегино-Кангаласского улуса. Мы присоединяемся к поздравлениям и продолжаем наш эфир. Глаза – это один из важнейших органов, который позволяет нам видеть и чувствовать все краски жизни. Очень важно беречь зрение с молодых ногтей. Как и любую мышцу, глаза нужно тренировать. Как же это сделать, нам расскажет Татьяна Григорьевна Митина, врач-офтальмолог Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте. Вот мне жители столицы. Я хочу сказать сегодня, как сохранить на долгие года жизни веки цифровых технологий, когда каждый ребенок и взрослый, вынужден сидеть за монитором, за компьютером, за планшетом. И каждый родитель, каждый взрослый человек, ребенок более старшего возраста обязан знать 5 простых правил, которые помогут снизить вред работы за компьютером. Это у нас первое – физическое упражнение, естественно, то, возможно, могут быть наклоны вперед, назад, приседания, возможно, Второе – это у нас, естественно, конечно, после зрительной нагрузки правильно и качественно делать зрительную гимнастику, чтобы восстановить зрительный анализатор – это наши глаза. Это мы должны делать каждые 20-30 минут при работе за компьютером. Имеются вот такие базовые упражнения для восстановления глазодвигательных мышц после каждой зрительной нагрузки. Третье, я хочу сказать, не должны забывать положение тела каждого ребенка, и важно контролировать осанку перед компьютером. Четвертое, у нас идет регуляция монитора. Компьютер либо планшет, за которым сидит, работает наш ребенок, должен находиться таким образом, чтобы экран не отсвечивал глаза, и не давал дополнительную нагрузку на глаза. И должно учитывать еще расстояние между компьютером и ребенком. Это должно быть где-то не менее 50-60 сантиметров обязательно. Пятое простое у нас правило – это помещение, где работает наш ребенок.
Комната должна быть освещена достаточно, воздух в ней должна быть свежая. Вовремя мы должны проветривать комнату, да, и вовремя и протирать пыль, конечно, естественно, да. А базовые упражнения у нас очень простые. Давайте покажем, Татьяна. Давай, вот, хочу научить, да, чтобы восстановить именно глазодвигательные мышцы. Потому что когда мы сидим за монитором, за компьютером, у нас глаза очень напрягаются. Глаза напрягаются именно в плане глазодвигательных мышц, которые они вот крутят, вертят, можно так сказать, наши глаза. Первое упражнение — это просто обычные движения вверх-вниз, да, глазками. Я вот предыдущее сказала, что качественно и правильно должны делать упражнения. Они основаны на том, что ребенок должен сидеть правильно, прямо. Голова не должна двигаться ни в коем случае вверх-вниз. Работают только именно глазки. То есть первое упражнение у нас работает глаза вверх-вниз, вправо-влево. Можно показать ручку либо карандаш, зачем ребенок должен как бы следить, да, можно сказать. Движения горизонтальные, вертикальные, либо, да, можно сказать. Движения круговые, движения по часовой, против часовой стрелки. Обычные восьмерочки, возможно, это горизонтальные, вертикальные восьмерочки. Треугольники рисуем. Это все мы рисуем только глазками. Геометрия глазами такая, да? Да, такое. Правильный треугольник, неправильный треугольник можно нарисовать. Спиральки можно рисовать тоже, да. Вот каждые 20-30 минут обязательно должны делать вот такие упражнения глазками, чтобы восстановить, опять же таки, я говорю, глазодвигательные мышцы. А вот сейчас очень много, как вы сказали, дети сидят за компьютером, особенно сейчас будут онлайн, дистанционно тоже много учиться. Да. Насколько вот книги, они безопаснее, чем компьютер? Нет. И книги, вот когда читают книги, да, и компьютер, это все одинаковое, да, могу сказать, зрительная нагрузка. Вот если ребенок сидит, читает уроки, занимается на уроке, все равно это как бы глобально очень большая зрительная нагрузка. И в плане компьютера, и чтения книг обязательно. То есть да. Все равно, даже при чтении книги, надо вот каждые 20-30 минут останавливаться, делать упражнения. Да, совершенно верно. А как часто стоит проверять зрение и на что нужно обращать внимание? Так, обязательно каждый ежегодно должны проверять зрение. Если даже таковых у вас не будет никаких жалоб, да, со стороны зрения. Если, конечно, будут какие-то жалобы, обязательно надо ходить к окулисту, специалисту обязательно и проверять зрение. А если нет таковых, у вас жалоб нету, ну, ежегодно мы проводим медосмотры, да, ежегодные. Вот этого хватит. Давайте напомним нашим телезрителям, что ваш центр записывает на консультации, да, на онлайн-консультации. Да. Да, я хочу сказать, что как раз-таки у нас наш реабилитационный центр работает в онлайн-режиме. Мы занимаемся с детьми, у нас есть очень хорошие другие специалисты, да, и сейчас у нас 1 сентября как раз-таки открывается новый сезон, новые занятия. Если вы хотите занимать ребенка, если какие-то отклонения видите, да, в речевом развитии, в двигательных развитиях, да, какие-то отклонения, вы можете записываться ребенка по контактному номеру, который вы можете. Да, видеть. На экране мы видим. Да. Спасибо большое, Татьяна, за вашу утреннюю консультацию наших телезрителей. Желаем вам хорошей работы, удачного дня. Спасибо, до свидания. А мы продолжаем наш эфир. На теплоходе музыка играла. Для жителей Жиганского и Булунского районов это не просто слова, но практически единственный способ, связующий их с большой землей в летнее время. Мой коллега Александр Слепцов сходил в рейс Якутск-Тикси-Якутск на теплоходе Михаил Кулибин. 9 дней туда и обратно, столько же остановок во всех населенных пунктах, встречающихся по пути.
Судно «Механик Кулибин» построено в ГДР в 1955 году, и за все свои годы жизни он не подвергался серьезной реконструкции. Все интерьеры практически оригинальны. Теплоход рассчитан на 169 человек, но в сегодняшних реалиях загруженность намного меньше. Самое большое у нас было 84 пассажира. Да. Но, допустим, каюта, если есть 8-местная, там вот разрешено только 4 пассажирам ехать. А если, допустим, там семья, то можно и все 8 человек посадить туда. Ну а так как и народ меньше тоже вот мало ездит в связи с этой пандемией, у нас не набирается большое количество пассажиров. Александр Горбунов родом из Иркутской области. После окончания речного училища по распределению попал на теплоход «Механик Кулибин». Нынче его 9-я навигация на этом судне. Тянет просто, наверное, с малых лет постоянно на реке. Ну, купаться, там, на рыбалку ездили. Я сейчас 3-е образование уже, получаю. Сейчас у меня технология транспортных процессов. Ну, это все с водой связано. Первое — судово-энергетические установки было, механика. Второе — вот судоводительский факультет. И сейчас вот на заочном отделении также получаем технологии транспортных процессов. Один из ветеранов Кулибина — старший механик Подшивалов. Впервые пришел сюда в 1974 году в должности матроса. Знает о Кулибине все. Все машины. Своими руками прощупал каждый провод и винтик. Двухпалубный, пассажирский, там вам 65 метров длина его, 12 ширина. 2 двигателя стоит по 400 лошадиных сил, 3 вспомогательных дизель-генератора по 100 киловатт, 1 аварийный дизель-генератор. Такая работа сложная, конечно, с пассажирами. Случаев много таких жизненных. И от навигации ежегодно услугами теплохода пользуются более 2500 пассажиров Жиганского, Булунского и других районов республики. Татьяна Капитоновна Миронова с детства ездит на Кулибине, знает здесь каждый уголок. Несмотря на солидный возраст теплохода, говорит, что здесь уютно, как дома. Всему команду я желаю, чтобы они еще поработали, что им здоровья и счастья. Завтра мы продолжаем наш эфир. В эту субботу, 29 августа, по всей стране стартует экскурсионный флешмоб. Наша республика не могла остаться в стороне и обязательно присоединиться. Подробнее об этом нам расскажет Юлия Владимировна Кравцова, заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея. Доброе утро, Юлия. Доброе утро, Мария. Доброе утро, уважаемые зрители. Давайте расскажем нашим телезрителям, что же такое экскурсионный флешмоб. Экскурсионного туристского центра Омской области в 2017 году. И, если можно так сказать, концептуальной фразой, девизом своего проекта они выбрали фразу Федора Михайловича Достоевского «Нельзя любить то, чего не знаешь». Ведь мы с вами очень часто слышим от наших жителей, знакомых: ой, в нашем городе даже нечего посмотреть, одна главная улица, фонтан и все. И гости нашего города больше погрузились в атмосферу и узнали о тех памятниках культуры и искусства, да? Подразумевает одномоментное исполнение каких-то действий, поэтому вот и назвали экскурсионный флешмоб, потому что он проходит. Какие же точки Якутска мы будем показывать? По каким точкам Якутска пройдет экскурсия? Да, 29 августа мы приглашаем присоединиться к этой акции. И наш Национальный художественный музей подготовил 4 экскурсионных объекта, которые были выполнены в рамках Якутской международной биеннале в 2018 году. 4 точки — это 4 арт-объекта. Первый из них — это арктическая космогония, расположенная в сквере Арктического государственного института искусства и культуры. Вторая точка — это мурал, выполненный известным художником, сценографом, дизайнером Леной Гоголевой.
напротив озера Щорса располагается на стене жилого дома. И третья точка – это мурал, выполненный московским известным художником, дизайнером, стрит-артистом Евгением Желваковым «Северянка». Опять же, локация озера Щорса, только уже ближе к парку. И четвертая локация в республике, выполненная испанским художником Мигелем Акудо. Это композиция под названием «Первобытный мираж». Мгм. А там экскурсоводы будут рассказывать? Гидами, спикерами выступают сотрудники Национального художественного музея. И я хотела бы сказать, что первая экскурсия стартует в 12 часов, и так как это флешмоб, в 12 часов экскурсии стартуют по местному времени в разных точках нашей необъятной России. Мгм. И, соответственно, вот мы тоже присоединяемся, и каждые 2 часа можно будет подходить к новому объекту и погрузиться в историю создания, узнать новое о творчестве какого-то художника, который участвовал. Здорово, такая в замечательная создании. возможность узнать что-то новое о родном городе. Да. Спасибо Именно большое, Юлия Владимировна. Пусть ваш флешмоб, наш флешмоб пройдет на очень высоком уровне. Желаем вам так. хорошего дня. Спасибо, всех ждем на экскурсии. Дорогие телезрители, просыпайтесь каждое утро с нашим каналом. На этом наш эфир подходит к концу. Я передаю слово своим коллегам из якутского блока.